Күндү саха серен лахтахтара дарабларон. Якутия горит. Прямо сейчас, 17 июля, в Якутске положение катастрофическое. Сегодня ночью, может быть, вполне умрут десятки, даже сотни людей, у кого проблемы с респираторными и сосудистыми болезнями, а тем более с коронавирусной инфекцией. И такая ситуация не только в Якутске, но и в Нюрбе, и в других населенных пунктах Якутии. Я надеюсь, обойдется, но я бы хотел услышать завтра правдивые данные. Сейчас на улице стоит невыносимый дым, режет глаза, сохнет в горле и начинает болеть голова. И это у здоровых людей. На данный момент загрязнение воздуха составляет 1092 АКИ при норме до 50. А это значит, воздух загрязнен в 20-25 раз выше нормы. Данные взяты из сайта iqair.com, станция которого стоит у Синец-парка, дочернего предприятия нашей якутской IT-компании. Напомню, в Якутске живет 330 тысяч человек, а это 33% от населения Якутии. Смотрите, давайте по фактам. Я собрал данные по площади пожаров в Якутии, начиная с 1955 года, и я основываюсь на данные из Института космофизических исследований и аэрономии Сибирского отделения Российской академии наук, а также на сведения о лесопожарной обстановке на территории субъектов Российской Федерации от Федерального бюджетного учреждения «Авиалесоохрана». Все данные и ссылки будут в моем телеграм-канале Назаров ЕКТ. Смотрите, с 1955 года по 2003 год площадь пожаров никогда не превышала более 6 тысяч квадратных километров, а это 600 тысяч гектар. А теперь посмотрите данные с 2016 года. Площадь, пройденная пожарами, равнялась 248 тысячам гектар, а в 2020 году, внимание, 6 миллионов 349 тысяч 997 гектар. Это в 26 раз больше, чем 4 года ранее, и составляет 68% всей площади от пожаров по всей России. Учитывая прежний опыт, а также недавнее интервью Сергея Орлова о деятельности ботов и троллей, работающих на власть, работы которых платим мы с вами, я заметил, что они пытаются нас убедить в том, что такие пожары были всегда. Таких пожаров не было никогда. Складывается ощущение, что стоит задача в прямом смысле выкурить нас с нашей земли. Помните, как дома деревянные горели и потом строились вместо них новостройки, там торговые центры? Сейчас как будто то же самое. Вы мне можете сказать, что им нужен лес, там, всем нужен лес, но лес восстановится, а якутяне разъедутся, потому что зимой невыносимо холодно, а летом невыносимый дым. Может, даже будут и вовсе эвакуировать людей отсюда. Кажется, что нам прививают чувство отвращения к родной земле. Мы ненавидим холод и так, но возненавидим и лето за его пожары. Безумная мысль? Да ладно вам, почему бы и нет? Нас начнут убеждать, что сами виноваты, что сухие грозы, что брошены все силы, что все под контролем. А по факту будем получать вот то, что у нас сейчас за окном. Беспросветная мгла. Ну и до кучи у нас теперь нет Якутского конституционного суда, куда бы мы могли бы обратиться по нарушению 5 и 6 статьи Конституции Якутии, по которой природа должна защищаться. Вот такие дела. Выводы делайте сами.